Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В беде не бросаем. Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик в Якутии оказывают всестороннюю помощь и поддержку. В Якутске общественные наблюдатели вторую неделю контролируют рост цен на продукты. Наш корреспондент увидел, как меняются ценники. Импортозамещение. Сразу 9 якутских брендов одежды и аксессуаров объединились и развиваются вместе. Глава Якутии А.С. Николаев провел рабочую встречу с сенатором Егором Борисовым. Сенатор доложил главе о промежуточных итогах своей законотворческой деятельности, инициативах и разрешенных задачах. Егор Борисов озвучил, что полностью поддерживает решение А.С. Николаева, направленное на поддержку населения и экономики региона в условиях новых ограничений. По мнению Борисова, за последние годы главой республики приняты системные меры по поддержке жителей сел, занимающихся личным подсобным хозяйством. На встрече также обсуждали вопросы участия республики в приоритетных федеральных госпрограммах и проектах, развития в Якутии механизмов сельхозкооперации, а также транспортного комплекса. Правительство России предлагает снизить нагрузку на должников по коммунальным и жилищным услугам. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении Нижней палаты парламента. В пояснительной записке к документу напоминают, что расчет пений и неустоек за ЖКХ в жилищном кодексе привязан к ключевой ставке, установленной Банком России. Актом правительства будут установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением ключевой ставки, отмечается в пояснительных материалах. Ранее ключевую ставку повысили с 9,5% до 20% годовых. Парламентский час на тему взаимодействия федеральных, региональных и местных органов самоуправления провели в Усть-Нере. Перед главами поселений с информацией об изменениях в законодательстве выступили руководители и главные специалисты служб и ведомств. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Безусловно, такие мероприятия нужны нам, так как мы только начинаем, набираемся опыта, да, и это очень полезно для нас. От прокурора, допустим, да, по уставу, от Роспотребнадзора нужная информация сегодня была услышана. И по очень многим вопросам. Хотелось бы почаще на такие семинары, встречи выезжать. Доставленным в Якутию гражданам из Донецкой и Луганской народных республик оказывают всестороннюю помощь и поддержку. Об этом сообщает специально созданный оперштаб. В настоящее время республика приняла 13 человек. Это 4 семьи с детьми и 1 ребенок, приехавший к матери. Все они прибыли в Нерюнгринский район. Как сообщила вице-премьер Ольга Балабкина, семьям оказывают содействие в бытовом обустройстве. Дети устроены в школы и детские сады. Медицинские учреждения провели медосмотры. С участием жителей Нерюнгринского района им также приобрели медикаменты, детское питание и одежду. А попавшие в трудную жизненную ситуацию иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах. Об этом сообщает Минобрнауки России. Иностранные студенты, попавшие в трудную ситуацию, смогут продолжить свое обучение в российских вузах, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Министерства. Отмечается, что при этом количество бюджетных мест для российских студентов не уменьшится. Прием иностранных граждан будет проводиться по квотам для иностранных студентов. Далее к эпидобстановке. В Якутии еще 453 человека заразились коронавирусом в регионе за минувшие сутки. Из них в Якутске 99, сообщает оперштаб. В Вилюйском районе фиксируют 57 заболевших, в Мегано-Кангаласском 54, в Алданском 49, в Мирнинском 42, в Татинском 40. Еще в 18 районах заболели от 1 до 20 человек. Лаборатории Якутии исследовали 3300 проб на ковид за минувшие сутки. В Нюрбинском районе внимательно следят за ценами на продукты питания первой необходимости. Каждый понедельник и четверг проводят мониторинг цен в магазинах Нюрбы.
В целом резких повышений не наблюдают. Для дальнейшего контроля роста цен и завоза продовольственных товаров создана рабочая комиссия. На последнем совещании говорили о проблемах с поставками, но район, в свою очередь, озвучил готовность выделить средства и обеспечить завоз продуктов в ближайшее время. Острых проблем с запасами на складах нет. Ну, наши предприниматели это потихоньку начали чувствовать поставкой продукции, поэтому оперативный штаб на той неделе должен выработать конкретные решения, как помочь нашим предпринимателям, как помочь нашим жителям. Сложности наших районов в том, что у нас две реки, весной и осенью как бы отрываемся от логистической схемы, поэтому нам надо плотно и хорошенько думать в этом вопросе. Если ресурсов за счет бюджета района, то будем помогать. В Якутске общественные наблюдатели вторую неделю контролируют рост цен на продукты в магазинах и на оптовых базах. В рейд с ними отправился наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня под взор общественников попадают продовольственные товары первой необходимости. Это цены на муку, сахар, крупы, тушенку, молоко и другое. В связи с введением ряда зарубежных санкций по отношению к нашей стране, часть предпринимателей решила воспользоваться моментом и повысить цены на свою продукцию, которую они закупили еще ранее, когда курс иностранной валюты был еще ниже. И ссылаются, что поставщики поднимают свои цены. Потому что вообще сами поставщики поднимают огромные цены на закупки. Они чем аргументируют, что Вообще, я не знаю, я непосредственно не общаюсь с производителями. Да, то есть они присылают письма о том, что у них происходит поднятие цены. И уже вот от этого отталкиваются. Действительно, рост цен на оптовых базах на основные продукты наблюдается. Например, если на прошлой неделе 5 килограммов муки можно было купить за 190 рублей, то сейчас он уже стоит 240 рублей. Сахар был в пределах 100 рублей, сейчас 120-130 за килограмм. Это наблюдают и сами жители Якутска. Буквально за последние дни выросло все. Сахар стал уже за 100 рублей, и то его нигде нету. Что такое? Пришел, хотел сахара взять, нету нигде. И... Какие продукты еще не можете найти? А как бы продукты все есть. В основном, ну, мало что-то. Смотрю, прилавки все полупустые, люди разгребаются, как будто с ума сошли. Да, немножко наблюдается рост цен. Есть такое. Тут даже не то, что рост цен, тут, скорее всего, нехватка кое-чего, да. Вот. Что касается сахара, допустим, муки сейчас сложно найти. Цены, ну сейчас, кстати, цены на макароны поднялись. Если с недельной давностью соотносить, то на 20 рублей примерно подскочили цены. Можно сказать, и на мясо вот было, например, рулька была 165, стала 180. Вода была 20 рублей, стала 22-30. И так можно перечислять каждый продукт. А на продукты первой необходимости, вот мука, сахар, гречка и вот... Сахар я набралась, так муку тоже беру редко. Ну, гречку тоже есть. Ну, в общем, вот, ну, беру, например, колбасы. Тоже повышено. А мясо буджак вообще повышает каждые 3 месяца. Каждые 10-15 рублей. Все эти моменты общественники фиксируют в специальной таблице, где они ведут мониторинг. Все собранные данные далее будут направлены в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, будут применять карательные санкции в отношении злостных нарушителей, которые на пустом месте, используя спрос населения, прикрываясь санкциями, поднимают цены на уже завезенные продукты, которые они ранее закупили по меньшей цене. Мы выявили в 4 позициях повышения цен. Это, в частности, тушенка, соль, сахар, молоко и макароны. Мы ведем вообще сейчас таблицу цен, ежедневно мы ведем мониторинг. Каждый раз мы вводим по этим позициям обновленные данные, новые цифры. И в последние дни мы видим, что повышение цен идет примерно, в частности, от 3 до 7%. И все-таки мы сейчас напишем письмо в соответствующие органы, надзоры, чтобы исправить эту ситуацию, потому что они должны контролировать эту ситуацию и мониторить каждый день. Наша фракция внесла в Госдуму предложение о том, чтобы регулировать цены, чтобы была средняя цена по продуктам,
чтобы могли все-таки ориентироваться на среднюю стоимость продукта на определенную позицию. Ну а если вы заметили рост цен на социально значимые продукты у себя в магазинах, то можете об этом тоже заявить региональным властям. Так, Госкомцен Якутии открыла горячую линию по приему обращений горожан, а также по номеру 508-026. Помимо этого, обращение можно отправить по социальным мессенджерам. Эти данные можно узнать на официальной странице ведомства. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Удобная и практичная одежда местных производителей стала доступнее, и найти ее можно в одном месте. Представители 9 брендов одежды и аксессуаров объединились. Это очень актуально, так как иностранные компании постепенно уходят с российского рынка. Большинство вещей шьют в Якутске. Иногда пошив особенно сложных моделей доверяют российским швейным фабрикам. Материалы для одежды в основном закупают либо у российских поставщиков, либо напрямую из-за границы, в основном из Китая и Турции. Цены на ткани привязаны к курсу доллара, но якутские предприниматели уверяют, что приложат максимальные усилия для того, чтобы цены оставались на доступном уровне. Эта одежда отличается, кажется, от всего именно тем, что она местная и что она подстроена под менталитет наших женщин, под физиологию, анатомию наших женщин, что мы все здесь собрались, да, воедино, скажем так, именно для того, чтобы продвигать эту идею того, что дизайнерская одежда может быть еще и носибельной, доступной, да, и что ее может, ну, то есть в плане там бюджетной даже, да, в какой-то мере, что мы стараемся придерживать цены для того, чтобы каждая девушка могла себе позволить это. В 7-й школе Мирного открыли обучающий центр «Навыки 21 века». В прошлом году учреждение победило в проекте поддержки местных инициатив. На центр нашли около 3 миллионов рублей. Это деньги с бюджета республики, района, спонсорские и родительские. Центр поможет школьникам вести проектную и научно-исследовательскую деятельность. Дети будут готовиться к олимпиадам и конференциям, повышать квалификацию и общаться с коллегами из других регионов. Смогут учителя. Также в центр привлекут родителей. Для них проведут семинары. Центр оснащен необходимой техникой, проектором, интерактивными досками, ноутбуками и персональными компьютерами. Другой уровень, они общаются по-другому, они готовятся по-другому к экзамену. Для них это важно и ценно. Основная ценность – то, что дети голосовали сами по участию в этом проекте. В Амге торжественно вручили серебряную погремушку первому ребенку столетия в республике. Ночью 1 января в 0 часов 12 минут у семьи Айхеланы и Альберта Ивановых родился 4-й ребенок. Новорожденный стал первым ребенком, который родился в год столетия Якутии. В торжественный день семье Ивановых вручили серебряную погремушку массой почти 52 грамма. Мы подарили сертификат со стороны администрации и вот вручили погремушку нашей новоиспеченной семье. И с рождением еще одного члена семьи, нашему маленькому человеку. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.